Здравствуйте, интервью на БСТ в студии Алия Тагирова. Я представляю вам эксперта нашей программы. Это Андрей Латышев, советник ректора Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Андрей Сергеевич, рады видеть вас в Уфе. Вы впервые, я так понимаю, у нас? Да, впервые. Очень рад. Несмотря на то, что по всей стране вы ездите очень много. Искусственный интеллект и образование – это тема, с которой вы у нас. Вот скажите, пожалуйста, какие основные задачи ставите для себя в рамках визита? Первое, и вы это знаете, мы провели очень классную, очень интересную дискуссию, направленную на то, чтобы коллеги из разных сфер, это образование, бизнес, большой бизнес, малый бизнес, образование высшее, среднее, общественность в лице журналистов, поговорили, подискутировали и пришли к некому выводу о том, искусственный интеллект это вызов или возможность. Это первое, да, и чтобы студенты, послушав это, поняли, что им делать, куда вкладываться, какие компетенции развивать следующие год, 2, 3, 4, 5. А вторая моя задача, то есть зачем я приехал, и это, кстати, мне кажется, очень такая амбициозная, серьезная задача для университета, это попробовать сформулировать 3-5 проектов образовательных, которые даже на уровне Уфы будут такими флагманскими и позволят университету достаточно большое количество людей в республике познакомить с технологиями искусственного интеллекта, которые могли бы улучшить их жизнь, карьеру, конкурентоспособность и так далее. Ну и третья цель – это познакомиться с чудесным городом, прекрасными людьми. Уфа встретила великолепной погодой. Я первый раз в городе впечатлен зеленью, красотой, воздухом, просто прекрасные эмоции. Спасибо Уфе и Башкортостану за это. Вам спасибо за комплимент. Андрей Сергеевич, искусственный интеллект в образовании. Есть геофак, есть биофак, есть нефтяные какие-то специальности. И везде как будто бы искусственный интеллект должен преподаваться по-разному. Или это не так? Вы совершенно правы. Значит, сама по себе технология, на мой взгляд, уже пронизывающая. То есть она нужна историкам, экономистам, даже филологам на самом деле, и уж тем более тем, кто занимается географией, например, информационными системами зондирования Земли и так далее. А есть те, кто разрабатывает технологии искусственного интеллекта. Те, кто работают с машинным зрением, программируют, как мы говорим, физический AI, то есть когда роботы бионические, либо промышленные, они должны, например, с помощью машинного зрения проводить очень быстрый анализ заготовок, с которыми они работают, правильно выбирать методы воздействия на металл, не знаю, да, и это тоже уже интегрировано в программу обучения во многих вузах. Уфимский, я знаю, не исключение, то есть и на самых разных уровнях студенты сегодня осваивают эти технологии, преподаватели, кстати, тоже. Вот буквально в субботу в Великом Новгороде, перед тем, как вы ходите в Уфу, мы делали программу обучения однодневную, которая так и называлась «Технологии искусственного интеллекта в деятельности преподавателя университета». А как вы оцениваете вообще подготовленность педагогов, преподавателей университетов сегодня? Насколько они подкованы в знании, в понимании, во-первых, искусственного интеллекта, а во-вторых, как его преподавать? Очень по-разному. Здесь, наверное, на самом деле надо разделить на 3 части. То есть первое – это готовность использовать, например, нейросети в своей преподавательской работе для анализа работ студентов, для поиска информации, для создания презентационных материалов. Вот на самом деле с этим плюс-минус, особенно у молодых преподавателей, неплохо все. То есть люди, по крайней мере, уже начинают смотреть в это направление. А второе – это использование технологий искусственного интеллекта уже на более глубоком уровне, когда преподаватели понимают и знают, и используют в своей деятельности агентные системы. Это уже более сложная система. Коротко, что такое агентные системы? Грубо говоря, когда вы пользуетесь нейросетью, вы работаете с ней в пассивном режиме. Вы задаете вопрос, получаете ответ. Агентной системе вы даете задачу, она выполняет ее сама, взаимодействуя со многими базами данных, и дает вам ответ уже на основе консолидации информации из различных источников, в том числе взаимодействуя с другими агентами, которые тоже могут работать с разными языковыми моделями, с разными системами. То есть это такой некий следующий уровень. Да? То есть вот, когда мы котика рисуем в каком-нибудь шедевруме или в Кандинском, то есть, или в гигачате, это вот простая агентная система, простая LLM, то есть простая нейросеть, которой достаточно легко пользоваться. Когда мы ставим задачу агенту, например, подобрать нам билет на самолет, при этом параллельно подобрать отель и составить нам план туристического маршрута, это уже более сложный запрос. И купить билеты, не просто подобрать, а купить их, вот
за это уже отвечают агентные системы. Учитывая то, что трансформация, внедрение в искусственный интеллект идет очень быстро, мне кажется, все равно происходит какой-то разрыв тех, кто вообще очень сильно отстает, мягко говоря. Как вы думаете, к чему это может привести? С одной стороны, те, кто уже с нейросетями не просто на «ты», а вообще и агенты, и друзья, и дальше можно продолжать бесконечно, и те, кто, во-первых, вообще считает, зачем мне нужен этот искусственный интеллект? Вы знаете, сегодня на нашей панельной дискуссии очень, мне как показалось, правильная аналогия была проведена. Вот, я уверен, все помнят начало 90-х, 2000-х. Значит, когда в начале 90-х для нас компьютеры были чем-то таким, в общем, достаточно сложным. Какое-то время книги даже были таким, да, письменность была. Помните, даже под вопросом. писали в резюме, значит, уверенный пользователь ПК, да? То есть, если вы сейчас резюме откроете, вряд ли кто-то так пишет, потому что это умение по умолчанию стало, то есть, обязательным для каждого взрослого человека, который претендует, на какую-то работу, да, то есть он должен уметь работать с компьютером. Потом примерно такая же история у нас произошла с чем? Со смартфонами. Появились смартфоны, и сначала как-то было непонятно, вроде как тот же телефон, но с гораздо более широкими функциями. Сейчас мы не можем себе представить жизнь без многих приложений, которые облегчают нашу жизнь, нам нужно уметь с ними работать и так далее. Вот то же самое на самом деле сейчас происходит с нейросетями. То есть это не то чтобы прям новая грамотность, хотя и так можно сказать, что умение взаимодействовать с нейросетями — это, по сути, новая грамотность. Если ты не грамотен, вопросики появляются к тому, насколько ты будешь конкурентоспособен в этом мире. А разрыв, безусловно, существует, но вот опять же, пользуясь, прислоняясь, да, к коллеге, который сегодня сформулировал эту мысль на панельной дискуссии, вот прямо сегодня я бы рекомендовал всем, кто нас слушает, посмотреть, какой один любой процесс в своей жизни, планирование, не знаю, вечера с семьей, значит, написание рабочего отчета, быть может, подготовка к интервью, я могу оптимизировать, улучшить, значит, ускорить с использованием нейросетей и сделать это. Это сегодня может каждый, порог входа очень низкий, огромное количество бесплатных систем, доступных нам в России, и больше того, Россия вообще, в принципе, это страна, которая наравне с тремя другими странами, которые сегодня разрабатывают такие большие системы, является лидером. Это очень здорово. Мы можем собственные модели использовать. У нас еще есть 3 минуты. Вот в перспективе, если посмотреть, как вы думаете, какое направление должны для себя выбирать вузы страны в рамках развития искусственного интеллекта, внедрения его в процесс образования? Именно внедрение в процесс образования? Да. Это, во-первых, автоматизация и персонализация образовательных траекторий студентов. Очень большие возможности открываются. Ведь когда студент только приходит в университет, и даже на первых курсах, он в каком-то смысле такая закрытая книга, непонятно, какие у него личные предпочтения, с какой скоростью он учится, как он усваивает знания, какие для него более предпочтительные формы взаимодействия, проектная работа, взаимодействие равный равному с преподавателем, участие в некой, может быть, больше через лекционный материал он лучше воспринимает, да. Вот персональные тьюторы, так называемые АИ-тьюторы, персональные наставники цифровые, это то, что сейчас многие вузы страны уже разрабатывают. А звучит как завтрашний день. Это звучит как завтрашний день, но это происходит прямо здесь, сейчас, сегодня. Есть такой альянс в сфере искусственного интеллекта, который публикует очень много интересных отчетов. Тоже рекомендую всем ознакомиться. Буквально в 2025 году вышел свежий отчет. Там есть вещи, которые нам кажутся, может быть, с вами на банальном уровне фантастическими, они уже происходят. Когда, например, значит, с помощью искусственного интеллекта ученые ускоряют исследования в области медицины в десятки раз. Там раньше же было узкое место всегда, это анализ информации. Человек по умолчанию анализирует эту информацию, которая приводит, например, к созданию нового лекарства, мог годами. А нейросети справляются за часы, за дни, за недели. И это драматически, качественно ускоряет прогресс научный. И мы все живем сегодня уже в этом мире. Смотрите, в данный момент в этой студии сидим мы с вами, 2 живых человека. И как вы думаете, сколько лет может пройти, чтобы нас заменил искусственный интеллект? В текущей парадигме развития технологий искусственный интеллект нас не заменит никогда. На горизонте 15-20 лет это уверенно можно утверждать. Почему? Потому что недавно тоже был очень большой отчет одной из мировых таких структур исследовательских, и там люди, которые ответственны за развитие организации, они сказали 5 главных компетенций, которые определяют развитие человека, развитие организации, делают его конкурентоспособным. Это критическое мышление,
это мотивация и лидерство других людей, это саморазвитие, концентрация на том, что я не умею, как я умею быстро развиваться. Это то, что называется социальной эмпатией и умением коммуницировать с людьми и харизмой. И пока этого не умеет на обозримом горизонте, повторюсь, 10-20 лет. Но в любом случае, спасибо вам огромное за беседу, и будем следить за тем, как действительно искусственный интеллект будет внедряться в нас, ну и в любом случае его формируем мы. И поэтому я думаю, что учиться правильно его формировать тоже большая задача. Спасибо огромное. Дорогие друзья, я напомню, гостем интервью на телеканале БСТ был Андрей Латышев, советник ректора Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. Оставайтесь на БСТ.